На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Битва за Кавказ тропами героев. На базе СВОКу прошла первая в новейшей истории Абхазии масштабная командно-штабная игра. Президент Абхазии Бадыр Гунтов посетил детский лагерь Апейпш на базе Чумчирской школы-интерната. В категориях инструментал, поэзия и стендап и вокал состоялся второй отчетный концерт проекта «Народная сцена Лапчаба». Первая в новейшей истории Республики Абхазия масштабная военно-патриотическая командно-штабная игра «Битва за Кавказ тропами героев» прошла на территории Сухумского высшего общевойскового командного училища. Игра объединила элементы исторического квеста, спортивных состязаний и интеллектуальных испытаний. Проект реализуется при поддержке Российского фонда президентских грантов и конкурса «Созидатели Абхазии». Все подробности в материале нашего корреспондента Марианны Котовой. На территории Сухумского общевойскового военного училища прошла штабная игра. Мероприятие организовано в рамках военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», который поддержал Российский фонд президентских грантов. В 2025 году «Кавказский фронт» проект был поддержан фондом президентских грантов, но вообще старт этого проекта дан в 2022 году. И сегодня такая вот масштабная игра, она впервые проводится, потому что до этого Кавказский фронт тоже организовывал на территории Сухумского общевойскового военного училища мероприятия, но именно объединяющие столько команд и разных направлений, направлений деятельности, вот впервые проводится. Среди участников как абитуриенты, старшеклассники, так и курсанты. Для многих из них такие игры – привычная часть подготовки и шаг к будущей профессии. Я со школьных времен часто участвовала в соревнованиях, занимала призовые места. И вообще мои учителя очень часто меня на соревнования брали. И по разборке, сборке автомата, общекомандные соревнования уезжала также в военные лагеря в Нижний Новгород и еще много разных соревнований. На этапе огневой подготовки участники демонстрируют отточенные до автоматизма навыки. Разборку и сборку автомата Калашникова проводят даже с закрытыми глазами. Я бы сказал, это дело времени и техники, потому что ежедневные тренировки – это благодаря нашим воспитателям, нашим тренерам, которые каждый день нам подсказывали, помогали. И это уже наработалось как по автоматизму, и мы более-менее что-то все запомнили. А зачем надо уметь закрытыми глазами собирать автомат? Я считаю, что это лучше для координации, для того, что если ты закрытыми быстро собираешь, разбираешь, то я думаю, с открытыми еще быстрее будешь, и это может пригодиться в будущем. Задания для участников максимально приближены к боевым условиям. Командам предстоит найти шифровку, пройти исторический квест на знание битвы за Кавказ и добраться до финала, водрузив знамя победы. У нас 7 станций. Это станция огневая на сборку-разборку автомата, санитарная на оказание медицинской помощи, штабная, где будет зашифровано слово. И эти слова спрятаны в тубу, которые заранее мы запрятали на всей территории Сухумского войскового училища. Необходимо будет найти и расшифровать по задумке. Команда попала под атаку, и необходимо найти просто вот зашифрованное слово, чтобы передать командиру. У нас также будут исторические справки на каждой станции, и будет квест по знанию истории битвы за Кавказ. Ну и, наверное, самая такая зрелищная – это последняя станция финальная, когда ребята водрузят флаг победы. Мы помним и гордимся, аналог флагу, который был воздвигнут на Рейхстагом в далеком 1945 году. Также под руководством специалистов МЧС ребята отрабатывают навыки оказания первой помощи и эвакуации пострадавших. Это у нас такие травмы, как переломы, остановки кровотечения и, конечно же, это правило транспортировки пострадавшего. Но мы постараемся в эти сжатые сроки дать информацию так, чтобы все было понятно. Инструкторы подчеркивают, такие знания жизненно необходимы не только в экстремальных условиях или на поле боя, но и в обычной повседневной жизни. Эти знания, навыки могут пригодиться даже
в обычной жизни, да, скажем, это не обязательно должно быть какое-то поле боя или битвы. Даже любой поход в горы иногда заканчивается какими-то чрезвычайными ситуациями. Так что этими навыками должны обладать все. Организаторы отмечают, такие игры – это не просто соревнования, а возможность для ребят прикоснуться к истории своей страны, научиться работать в команде и на практике понять, что такое мужество, сила духа и настоящая взаимовыручка. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза-ТВ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил детский лагерь Апейпш, который работает на базе Очимчирской школы-интерната. Глава государства ознакомился с образовательными проектами участников, оценил бытовые условия, а также пообщался с ребятами в формате без галстуков. Подробности в сюжете Заура Кварчи. Третья смена в летнем лагере Апейпш на базе Очимчирской школы-интерната имени Симона Басария собрала около сотни ребят со всей Абхазии возрастом от 12 до 16 лет. Сегодня к ним в гости приехал президент Бадра Гунба. Во дворе школы вместе с детьми его встречали министр просвещения Хана Гунба, глава Очимчирского района Алхас Кация и директор интерната Астанда Чолокуа. Программа у детей насыщенная. Первым делом президенту показали секцию «Эко-квест», где развернули настоящую полевую лабораторию. Гостям наглядно продемонстрировали, как с помощью простых подручных средств можно очистить воду в экстренных условиях. А чтобы ни у кого не осталось сомнений в надежности фильтрации, результат протестировали прямо на месте. Ничего лучше не придумали угля, песка и мембраны. Единственное, исходя из того, что у нас было, и у меня было из подручных средств, я придумала то, что можно каждому повторить, даже учителю. В лагере Апейпш дети не просто отдыхают, они глубоко погружаются в родную культуру, язык и традиции. Следующей точкой экскурсии стал класс истории, где ребятам помогают собирать материалы для будущего учебника. Воспитанники лагеря подготовили презентации про главных, по их мнению, героев Абхазии – Леона II, Килишпея Чачба, Нестора Лакоба и Владислава Ардзенба. Харам Леон Айбаби Далахит избанзар Ярапсна Турыхаджи Ирихазо Ахцадурвацка. Ярайна Пхгарала Апсны Хипшныхент Карранишав Гылы, Ахрент Карра Арухвы, Ахапы, Рыртбаре, Ажва Рейд Кырирджи, Дарадза, Ихаду, Ароль на Игзон. Дарадза, Баса Турых, Ацклов Шахазыжу, Шахаспоцо, Сгуяна год Шарабржими пожгут, урахай пархараза, швистша, нестия бипара, ирзан, шижой, хара турахла, яхбистро, хаджлар, сдысы замеду, обчараду, всех еще там шалара. Оценив образовательную часть, президент также осмотрел столовую школы-интерната. Здесь его ознакомили с меню и условиями организации питания детей. Отряд вышел, до сорта кордирует, я наивак, аргупаджо, дарейрому прохатва девизква, аджи джога браскил рахил джога, хучкарах зуб джога, а царав карах зуб бри хенна, гупгупла юналана, архо братска иргот, я сучный рому пашур, я сучный рому пихшашева компот, а чай хшаша, чай, масло, зиги-зиги, шапна бывшая графот. Главное событие дня развернулось в актовом зале. Встреча началась с государственного гимна, который дети исполнили вживую. А дальше воспитанники устроили небольшой концерт, сыграли на народных инструментах и показали собственный танцевальный номер. Кульминацией визита стал разговор без галстуков. Ребята смогли напрямую задать президенту любые вопросы, от его личных увлечений до планов по развитию страны. Бадра Гунба выступил перед участниками с напутствием, напомнив, что именно им предстоит строить будущее Абхазии.
шара иахьа абас аҭынчра аамҭазы шәхатәбызшәала шәахцәажәо, шәхатәбызшәала шәаххәыцуа, аимадара шәықәжьажәҵо, абри даара иреиҳаӡоу усуп ҳаизызԥхьаӡо ҳабибарақәа ашьак арҭәит, рхақәырҵеит, аха аԥеиԥш зҳамоу бара атәы иҟоуп, абас еиԥш аҿар ҳаҵагыло. Убас иҟалааит аамҭа шәареи шәҩызцәеи абас еиԥш аизыҟазаашьа иаҳа-иаҳа ишьҭышәкаауа еиҵышәхо ҭабуп даараӡа. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абазатовы. Мероприятие ко Дню памяти детей жертв войны в Донбассе прошло сегодня в Сухуме. Организаторы представительства Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в республике. Элементы мероприятия – минута молчания, выступления официальных лиц, показ документальных материалов, чтение стихотворений из сборника РТ «Поэзия русской зимы», открытие фотовыставки «Старобельск» и акция памяти с зажжением свечей. Мне хотелось бы говорить сегодня не только о детях Донбасса, а о всех детях, которые живут в новых регионах. Но у нас война идет, по факту война, и в традиционных регионах Российской Федерации, Курской, Брянской, Белгородской области. Вот так получилось, что с начала момента специальной военной операции до мая этого года руководил регионом, который видел все это собственными глазами. С одной стороны, мы все слышим, когда происходит страшное событие, совсем другое их видеть. И вот понимание, мне понятно, почему такая вот внутренняя великая память о войне 92-93 года в абхазском обществе. Потому что те, кто точно так же, как память о великой войне и страшных потерях, которые нам передавали бабушки и дедушки, помните, там рассказы, зачастую мы многие вещи не понимали. Не понимали, но всегда звучала одна фраза: все можно пережить, главное, чтобы не было войны. И вот абхазский народ, переживший войну 92-93 года, Российская Федерация, переживающая вот сейчас проходящие очень трудные испытания через специальную военную операцию, осознание вот этих страшных слов, оно приходит как раз именно в эти дни. Подробности в нашем выпуске новостей во вторник. В Очамчире отметили 330-летие военно-морского флота России. В дивизионе пограничных сторожевых катеров, расположенном в городе Очамчира, прошли торжественные мероприятия, посвященные 330-й годовщине образования военно-морского флота России. Памятная дата объединила уважение к славным историческим традициям флота и чествование тех, кто сегодня несет службу по охране морских рубежей. Центральным событием празднования стало открытие комнаты боевой славы. Новая экспозиция посвящена истории дивизиона, подвигам моряков-пограничников разных поколений и важнейшим страницам службы по защите государственных границ. Она призвана сохранить память о военнослужащих, которые в разные годы самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной. Премьер-министр Владимир Делба 27 июля представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя Аляса Авицба. Указ о его назначении президент Абхазии Бадра Гунба подписал 24 июля. Аляс Авицба сменил на посту министра Льва Квицения, который возглавлял МЧС Абхазии с августа 2015 года. Под его руководством ведомство проработало 11 лет, а в июле текущего года отметило 20-летие со дня образования. Лев Квицения освобожден от должности по собственному желанию на основании личного заявления. Добрый день, уважаемые офицеры. Как известно, 24 июля текущего года президент Республики Абхазия подписал указ о назначении Авицба Аляса Витальевича на должность министра по чрезвычайным ситуациям. Аляс Витальевич не новый человек в органах государственной власти в этой системе. Он в различные годы занимал должности заместителя министра образования, науки, спорта, молодежной политики. Позже руководил Государственным комитетом по молодежной политике, так что ему
система органов государственной власти достаточно хорошо известна. С 2022 года Аляс Витальевич является участником специальной военной операции в интернациональной бригаде «Пятнашка», а с 5 мая текущего года являлся помощником президента Республики Абхазия. Поздравляем вас. Уважаемый Лев Константинович, со своей стороны хотел бы выразить благодарность за службу, за верность долгу. В свое время управление по чрезвычайным ситуациям с учетом возложенных дополнительных функций, задач, с учетом приоритетности направлений было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это важнейший шаг, дал новый импульс развитию системы. И я еще раз хотел бы выразить, Лев Константинович, вам признательность за службу, за отношение к коллективу, за то, что вы безупречно служите своему народу. Я сегодня перед вашим приходом проводил совещание, мы говорили с коллективом. В первую очередь я их поблагодарил за службу. На самом деле коллектив сплоченный, здесь есть достойные ребята. Они все до единого делали и делают все возможное. И я в свою очередь попросил, чтобы полная поддержка с их стороны. И все они в один голос говорят, что мы сделаем все возможное для того, чтобы продолжить. И я больше чем уверен, что у вас все получится. Я все души позволю делать. Поздравляю. Уважаемый премьер-министр, товарищи офицеры, уважаемый Лев Константинович, в первую очередь, наверное, я обязан вам сказать огромное человеческое спасибо за ваш труд многолетний. Вы в самые непростые времена возглавили Министерство по чрезвычайным ситуациям и много лет добросовестно служили своему народу. И министерство действительно росло. И сегодня это один из таких вот сплоченных коллективов, организмов. Со своей стороны рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Надеюсь, не подведу. И Верховного Главнокомандующего, который возложил такую очень серьезную ответственность. Спасибо за доверие. Дмитрий Дбар провел оперативное совещание в международном аэропорту Сухум. Как сообщает Апснепресс, в международном аэропорту Сухум имени Владислава Ардзинова состоялось оперативно-служебное совещание под председательством главы службы государственной безопасности Абхазии генерал-майора Дмитрия Дбар. Основной темой совещания стали организация работы и текущее состояние служебной деятельности на контрольно-пропускном пункте Бабышира, открытом одновременно с началом работы аэропорта. В совещании приняли участие первый зампредседателя СГБ Алхаз Чичба и зампредседателя, начальник пограничного управления Рустам Латипов. Информация Генпрокуратуры. Приговор по делу о незаконном ввозе метадона в Абхазию вступил в силу. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Беглава осужден на 18 лет лишения свободы за незаконный ввоз на территорию республики наркотического вещества в особо крупном размере, а также его хранение и перевозку. Суд установил, что 27 июня 2026 года Беглава незаконно ввез в Абхазию более 36 граммов метадона. Гагрский районный суд признал его виновным по пункту Б части 3 статьи 224.А и части 3 статьи 223 Уголовного кодекса. Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ему назначен штраф в размере 1 миллион рублей в доход государства. Жителя Ткварчала осудили на 20 лет за незаконный ввоз метадона. Гагрский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ткварчала Геннадия Чкадова, признанного виновным в незаконном ввозе наркотического средства в особо крупном размере, а также его хранении и перевозке. Суд установил, что 27 июня 2026 года Чкадова незаконно ввез на территорию республики более 10 граммов наркотического вещества метадон. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Б части 3 статьи 224.А.1 и частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. До вступления в силу лицо считается невиновным. Люди и даты. Люди и даты. 27 июля ей исполнился бы 61 год. Абхазская поэтесса, журналист, публицист Саида Бадровна Делба родилась 27 июля 1965 года в городе Тхпарчал. Стихотворения поэтессы отличались глубоким переживанием за абхазский народ. Яркие образы, предчувствие собственной смерти и абсолютная уверенность в победе до сих пор оказывают пронзительное воздействие даже на тех, кто не знает, что такое война. Ряд ее стихов печатались на русском языке в переводах Любченко, Чуприной, Зантария и других. С начала грузино-абхазской войны Саида Делба встала на защиту Отечества вместе с бойцами Восточного фронта, участвовала в боевых операциях в качестве медсестры. В одном из наступлений в селе Маркула Чимчирского района получила тяжелое ранение. В ночь с 30 на 1 декабря 1992 года скончалась от полученных ран в Тхпарчалском военном госпитале. В 1996, 2005 и 2009 годах в Сухуме изданы на абхазском языке сборники стихов Саиды Делба «Клянясь тобой, земля родная», «След молнии» и «Меня сожгла боль моей земли». После выпуска новостей в нашем эфире смотрите в нашем эфире проект памяти Саиды Делба из архива Абаза-ТВ. Делегация Республики Абхазия, состоящая из 7 человек, отправилась на вторую смену «Правда» образовательного форума «Территория смыслов». Это 12-й Всероссийский молодежный образовательный форум, одна из ключевых общественно-политических площадок для молодых людей в России. Форум проходит по 6 августа на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, Московская область. Участники – молодые люди от 16 до 35 лет. В 2026 году планируется около 1500 участников, в том числе порядка 20 из Абхазии. Программа форума включает 3 тематические смены и посвящена национальным целям развития, общественно-политической работе, социальным инициативам и образу будущего. Своими ожиданиями от поездки поделилась участница делегации, студентка экономического факультета АГУ Диана Хиба. Я являюсь студентом экономического факультета, направления менеджмент организаций. На данный форум еду я впервые. И почему я выбрала именно эту смену? Потому что хочу получить новые знания, новый опыт, который, думаю, в дальнейшем мне пригодится. Памяти любимого педагога. Концерт Хиблы Герзмава состоится в Пицунском храме. 24-й музыкальный фестиваль Хибла Герзмава приглашает, проводимый при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив, завершит абхазскую серию концертов особым музыкальным посвящением. 8 августа в Пицунском храме X века, одной из главных православных святынь Абхазии, состоится концерт памяти выдающегося педагога Жозефины Бумбуриди, первого наставника Хиблы Герзмава по вокалу. Жозефина Константиновна Бумбуриди, сопрано, легендарный педагог Сухумского музыкального училища имени Чичба, воспитала не одно поколение оперных певцов. Именно она первой разглядела вокальный талант Хиблы Герзмава. В то время будущая народная артистка училась на фортепианном отделении училища, однако по совету своего преподавателя впервые пришла на урок к Жозефине Бумбуриди. Эта встреча стала судьбоносной и положила начало ее большому пути в оперном искусстве. Весной 2026 года Жозефины Константиновны не стало. Она ушла из жизни на 94-м году. На днях площадь перед Абхазским драмтеатром вновь превратилась в главную творческую площадку страны. В Сухуме состоялся второй отборочный концерт проекта «Народная сцена Лапчаба». Молодые артисты со всей республики боролись за выход в следующий этап проекта. Подробности в репортаже Аристида Каракасиди. В
Второй тур проекта «Народная сцена Лапчаба» собрал на открытой площадке перед драмтеатром десятки молодых исполнителей, а также жителей и гостей столицы. В этом году на проекте появилось новое направление – стендап. Попробовать себя в разговорном жанре решили сразу несколько участников. Они делились жизненными наблюдениями, семейными историями и понятным каждому юмором. Я сегодня выступала со стендапом уже второй раз. Было очень страшно, волнительно, но вышло, подготовилась. Не знаю, что из этого выйдет, правда, но надеемся на лучшее. Абхазия. Ее проблемы. Что стрельнуло сейчас? Первый раз я говорила о своем детстве, что тоже не менее смешно было. Большое внимание во втором туре уделено и музыкальному разнообразию. На сцене звучит как живой инструментал и авторский инди-рок, так и песни на абхазском языке. Для артистов участие в проекте – это не только возможность заявить о себе перед выходом новых альбомов, но и ценная практика работы с большой аудиторией. Было дело, выступал, но на такой большой сцене, конечно, нет. В основном играем инди, рок. Стараемся не зацикливаться на одном жанре, играем в большом спектре жанров, стараемся. И в течение 2-3 недель у нас будет альбом. Самое главное для меня это был опыт. Впервые в жизни вообще выступать перед людьми. Было очень волнительно. Буду исполнять песню Тимура Агарова. Он написал для некоторых участников песни, буду исполнять на абхазском. По словам участников, сам выход на большую сцену уже дает ту необходимую закалку, которую невозможно получить на репетициях. Смешанные эмоции, скажем так. Ты когда выходишь на сцену, ты как-то это изнутри воспринимаешь, а ты не знаешь, как это выглядит и звучит со стороны, поэтому хочется увидеть это как бы глазами зрителя тоже. По словам организаторов, проект выходит далеко за рамки национального шоу. Съемки второго сезона ведутся для ТВ-эфира, а у самой народной сцены еще более амбициозные планы – стать ключевой творческой площадкой региона с перспективой выхода на мировой уровень. Мы хотим расти, если честно, мы хотим привлекать, мы хотим сделать, у нас, в принципе, это и получается, народную сцену – это точкой притяжения для молодых артистов, чтобы сюда тянулись не только со всей республики, но и с Северного Кавказа, наши братья и из Краснодарского края, из юга России. Пусть все приезжают сюда, мы достаточно высокий уровень и для этих регионов держим, поэтому, на мой взгляд, мы всегда будем рады видеть, и, возможно, кто-нибудь через абхазскую сцену проберется на большую сцену. Итоги второго тура подведены. Жюри определило сильнейших вокалистов, музыкантов и комиков. Впереди у участников мастер-классы с профессионалами и новый этап борьбы. Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. 15 исполнителей из Абхазии вошли в топ-100 международного конкурса «Музыка гордых-2026». В число финалистов вошли музыканты из Сухума, Гудаута и Очимчиры. Всего экспертный совет отобрал 100 исполнителей из России и Абхазии. Следующий этап определения победителей в 7 номинациях. Итоги жюри объявят до 10 августа, а победители выступят на фестивале «Музыка гордых», который пройдет 26 августа в Сухуме. Всего на конкурс поступило 2048 заявок из 250 городов, 79 регионов России в том числе. О спорте. Апсны Инцитатус стал победителем большого краснодарского приза «Дерби». Забег проходил 25 июля на Краснодарском ипподроме, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В главной скачке для трехлетних лошадей чистокровной английской породы на дистанции 2400 метров скакун абхазского коневладельца Юрия Хагуш Апсны Инцитатус финишировал первым со временем 2 минуты 34,8 секунд. Скакун был подготовлен тренером Залимом Хубиевым, а к финишу его привел жокей Юрий Кулинич. На сегодняшний день на счету жеребца Апсны Инцитатус 5 побед и 1 призовое место в 6 стартах. Сейчас о погоде. Во вторник, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, без осадков. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 26 градусов.
Волнение морской воды значительное и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.